Олень – верный друг, помощник и кормилец кочевой семьи. Послушный, неприхотливый и выносливый, он издавна давал Эвенку все необходимое для существования. Кормил, согревал, помогал в перекочевках и охоте. Оленеводство составляло основу жизнеустройства северного народа. О характерах и повадках оленей Владислав Птицын знает все. Мужчина – потомственный оленевод. С малых лет, на стаде живем. Оленей пасем. Вот, например, наши вот эти ездовые олени. Основная стадо стоит отсюда в 5 километрах вверх по речке. Вообще-то я еще до этого работал в общине Ганам. Там несколько лет, не знаю, лет 7-8, наверное, там работал. А потом переехал сюда. После Нового года сюда приехал. В настоящее время Владислав работает неподалеку от наслега Анамы, где находится хозяйство семьи Сидоровых. В прошлом году зима выдалась мягкой, лютых морозов не было, стадо стояло хорошо. Однако Владислав знает точно, труд людей, чьи судьбы неразрывно связаны с тайгой, легким не бывает. Конечно, тяжелая работа. Иногда олени, уходят куда им попало. За оленями гоняемся дня 3-4. Обратно их гоняем сюда, на стойбище. Коренная родовая община имени Владимира Сидорова является самой отдаленной в Алданском районе. Она располагается за 1000 километров от районного центра. Домашний очаг семьи пылает в местности Чайдах, которая получила название по одноименной речке. Главой общины сегодня является сын основателя Владимир. Здесь прошло его детство. Отсюда наши раньше здесь жили, в Чуре, а потом уже кочевали туда, Угино. Там колхоз сделали, всех соединили оленеводом. А потом в 90-х годах обратно отец наш общину создал. И с тех пор оттуда обратно кочевали. Минувшей зимой в тайге постоянно проживали 5 семей, 11 взрослых и 3 ребятишек. Арсылана приехала в стойбище совсем крохой. Ей едва исполнился месяц. Стараемся. Сын помогает постоянно, бабушки помогают. Иногда муж, когда время есть, помогает. И с хозяйством, и с детьми. Успеваем как-то. Старшая дочка Клавдии – школьница. В течение учебного года она оставалась в селе Хатыстыр с бабушкой и дедушкой. Главным помощником родителей был Нюргустан. Этой осенью мальчик пошел в 1 класс и в тайгу теперь будет приезжать только на каникулах. Раннее детство неразрывно связано с тайгой у всех членов семьи. С измальства, приобщаясь к делу предков, ребятишки растут сильными и выносливыми. Дети никогда не болеют. У меня 13 внуков. У нас, 13 внуков. Ага. Все они в тайге выросли. Самая маленькая 7-месячная. Скоро 8 месяцев будет. Жизнь в объятиях тайги не бывает беззаботной. Сохранение ставшего привычным уклада требует от каждого члена общины непрерывной отдачи сил и стараний. Быт оленеводы полностью организуют собственными силами. Хлеб сами делаем, и получается с утра у хозяйки начинается завтрак, обед, ужин, весь день с детьми. Шьем, камусы обделываем. Все нужное. Сами оленеводы говорят, что у них 2 дома. Один в наслеге, второй в тайге. Единение с природой, исследование ее законам для членов коренной родовой общины предпочтительнее жизни в цивилизации. Конечно, в тайге уже привыкли. Я 85-го года здесь, как окончила ветеринарию в училище Терской, и сразу в тайгу так и живу до сих пор. Ветеринаром работаю, оленеводом иногда, рыбачу, охочусь, охота и шитье, домашнее, Жизнь общины строится в гармонии с природой. Бытие кочевника есть глубоко осмысленный труд во имя жизни.
И представители старших поколений стремятся приобщать детей и молодежь к укладу предков. Летом и зимой вот у меня вот невестка есть. Одна невеста вот недавно родила тоже. Она тоже здесь с мужем была. Дочки работали, чумоработница, зятя работал. Ну, все оленеводы. Хороших оленеводов, вот охотников уже мало, нету почти. А вот маленькие дети вот вместе с нами, вместе вот тут ходили вы в лесу. Мы как, работаем, охотимся, они вот видят же. У них тогда вот нормально вот оленеводы, охотники были бы, наверное. Сейчас вот они вот после школы вот сюда приходят, они ничего не умеют делать. Даже вот костер, дрова колоть. А вот раньше вот оленеводы нормальные были. Они вот все время родителями вот и зимой, и летом вот ходят. В Наслек оленеводы выезжают нечасто. Путь в стойбище занимает 2 часа на вертолете и порядка получаса на буране. А на оленях приходится добираться несколько дней. Закупки продуктов и предметов первой необходимости оленеводы делают примерно раз в 3 месяца. Живем как можем. Ну, продукты обеспечивают, привозят. Вот на днях тоже собираемся ехать за продуктами, за бензом. Пользоваться авиатранспортом крайне проблематично. Вертолет прибывает в стойбище в лучшем случае 1 раз в год. И вопросы доставки провизии и выезда в Наслек оленеводам приходится решать только за счет собственных ресурсов. По мнению старейшин, с труднодоступностью во многом связана кадровая проблема. Дети и подростки не могут бывать в тайге часто. Далеко живем, да? Оттуда тоже вертолет год 1 раз может быть, вот когда выборы. А так она не летает. Вот 1 раз летит, хотя бы там 500 килограмм или груз оттуда, и оттуда тоже обратно взяли. Вот сейчас вот невеста, вот, сына, дети, они хотели туда, в поселок, они не берут. На территории Алданского района ведут деятельность порядка 3 десятков родовых общин. Традиционно вместе труженики тайги обязательно собираются дважды в году. На праздник Бакалдын, когда приходит пора встречать лето, и на День оленевода, который отмечается в марте. В дни весеннего равноденствия люди, подводя итоги уходящей зимы, отрешаются от повседневных забот и погружаются в веселье. Община Санкан, что в переводе означает «олененок», находится за селом Большой Немныр. Сегодня в хозяйстве несколько десятков оленей. Путь в Хатыстыр занимает у семьи несколько дней. На оленях долго. Сначала на машине, потом на оленях долго. Хозяйство общины Иджик насчитывает 800 голов оленей. Как и другие кочевые семьи, на праздниках в Наслеге члены Иджика воссоздают таежный быт в мельчайших деталях. Отдача хозяйства во многом зависит от труда рук человеческих. Для нескольких поколений семьи Тихоновых эта истина остается непреложной. Наша семья, семья Тихоновых и семья Исаковых, в 1998 году они объединились и соединили своих оленей и организовали общину. Община так и называлась Иджек, СПК КРО Иджек. И до сегодняшнего дня вот эта община существует. В стойбище общины Иджик постоянно проживают 9 человек. Бесспорно, труд оленевода требует выносливости и сил. Он сопряжен с суровыми условиями и зачастую с отсутствием отдыха. Но вне традиционного уклада труженики не мыслят собственной жизни. Проблем много. Очень много. Последнее время волков завелось. Вот это самая большая у нас проблема. Коренная родовая община Бута, что в переводе с авенкийского означает «сильная родовая кровь», была образована несколько десятков лет назад. Сегодня потомки ганымских оленеводов, основателей общины, стремятся продолжить традиционную деятельность. Стараемся поддерживать свою культуру, традиции, учим младшее подрастающее поколение всему. Вот, бегают, смотрят, ходят, обучаются всему. В подготовке к гуляниям принимают участие все, от мала до велика.
Угощения хозяюшки начинают готовить за несколько дней до торжества. Приезжают кто откуда, родственники, собираемся, встречаемся с коллегами, с оленеводами. Для нас это вообще знаменательный праздник. Встречаясь, оленеводы обмениваются новостями и делятся планами. О гостеприимстве и добром сердце детей Севера сложены тысячи легенд, а хлебосольные традиции остаются нерушимы. Конечно же, на праздничные столы подаются лучшие национальные блюда. Традиционные блюда получается как оленина, медвежатина, рыба, там потроха, вот рябчики варятся. Славная венгийская земля талантами мастеров да рукодельниц. Председатель общины Санкан Антонина Александровна в тайге немало времени посвящает рукоделию. На празднике оленевода она представляет гостям кумаланы и костюмы, которые создавала зимними вечерами. Вместе с мамой мастерством и рукоделием занимаются и дочери. Дочки мои вот по меху пока еще не очень, но вот бисер, все это, что они носят, они сами почти бисероплетением занимаются. Старейшина общины Бутан Надежда Михайловна Григорьева – знатная рукодельница. Из оленьих шкур она изготавливает убранство для дома и шьет одежду всей семье. Личную коллекцию шедевров мастерица неоднократно представляла на региональных и российских выставках. В прошлом году Надежде Михайловне было присвоено звание народного мастера Якутии. Свои умения рукодельница передает молодым поколениям. У меня тут целая деревня, наверное. Все спрашивают все это. Ну, все от меня все спрашивают. И приходят, мастер-класс делаем. Ага. И мои невестки, сестренка, все шьют. Золотой иглой владела жительница села Хатыстыр Валентина Гаврилова. Так сегодня о народной мастерице Якутии говорят ее близкие и односельчане. Валентина Николаевна являлась потомственным оленеводом. Дом ее семьи расположился в сотнях километров от перепутий цивилизации на реке Илмах. Мы тоже все выросли. 6 лет мы не знали ни деревни, мы жили в тайге. Садика не знали. Садик не ходили. У нас брат, получается, старший брат Андрей родился в тайге на оленей стаде. Валентина Николаевна вырастила 5 детей. Почти повзрослели и 10 ее внуков. Девочкам мама и бабушка всегда стремилась передать умения, коими владела сама. Она нас учила с детства шить, выделывать все шкуры. Мы всей семьей садились по вечерам перед телевизором. Она все нас учила с детства. Покрывала, подстилки, ковры, накидки, жилеты и торбоза для большой семьи мастерица создавала сама. В Якутии коллекция национальной одежды Валентины Гавриловой считается уникальной. Бывало, что над тем или иным шедевром рукодельница работала годами. Да, коллекция, она уникальна. Как я уже говорила, презентация, что Валентина Николаевна, она индивидуально каждому назначала своим детям, сыновьям и дочерям. Да, и эти работы делала она годами. То есть работа могла занять не 1 год. Валентины Николаевны не стало 3 года назад. Ее жизнь нашла отражение в книге «Хранящая память предков». Страницы повествуют о нелегком труде семьи, неразрывно связанной с тайгой, о простых радостях и о незыблемых семейных ценностях. Также в книгу вошли воспоминания друзей и близких о Валентине Николаевне. Она жизнерадостная. Как приедешь, или она к нам приезжает, все у нее, как будто на праздник готовиться надо, да, это. В общем, у нее такой стиль такой возвышенный. Она любила жизнь, она любила всех. От мала до старых она любила. Вот свою любовь она как будто спешила отдать.
Валентина Николаевна, она всегда была оптимистом, она всегда была радостной, она никогда не опускала голову, ни на какие беды не обращала внимания. Как у всех, все равно были какие-то 90-е годы, 2000-е годы, тем более, когда были такие перемены, переходили на рыночную экономику, она же имела большую семью, дети маленькие и так далее. То есть она как бы своей заботой подняла своих детей, но с мужем, с Олегом Андреевичем. Валентина Николаевна всегда говорила, что безмерно любит свою родину и семейный уклад. К сожалению, мастерице не довелось воплотить в жизнь множество идей. И сегодня начинания Валентины Гавриловой продолжают ее дети и внуки. Мы хотим сейчас, продолжить мамины работы все дальше продолжать, потому что у нее много еще идей было. Она всегда воплощала все свои идеи. Жительница отдаленного поселка Угаян Зинаида Григорьева тоже народный мастер Якутии. Почетное звание она получила в 2021 году и стала первым в Белецком наследии народным мастером. По словам Зинаиды Николаевны, это заслуга всего поселка. Присвоение этого звания меня обязывает вдвойне, тройне большей нагрузки. И я рада и буду помогать в школе, мастерица. Расшитые бисером национальные одежды, картины, обереги из кости и изделия из бересты. В личной коллекции Зинаиды Николаевны бесчетное количество шедевров. Свои творения мастерица на продажу не выставляет. Все, что создавала своими руками, она передаст детям и внукам. У нас община тоже есть, Кудули. Я там езжу часто, в год 2-3 раза, и там я тоже занимаюсь этим шитьем. Одним из любимых видов творчества мастерицы остается меховая мозаика. Массу времени Зинаида Николаевна посвящает созданию кумаланов. Коврики у эвенков являются мерилом счастья и семейного благополучия. Свое мировоззрение они выражают в этих кумаланах. Например, 8 кумалан обозначает, что жизнь на земле бесконечна. А этот круглый коврик означает образ солнца. Эвенкийские орнаменты и узоры полны глубочайшего сокровенного смысла, в котором отражается мировоззрение и мудрость предков. А любимым образом мастерицы является белый олень. У кочевого народа он считается священным. А вот этот белый олень обозначает достаток, богатство. Без малого 50 лет Зинаида Григорьева отдала юным угаянцам. Она работала учительницей в поселковой школе, затем стала директором. Выйдя на заслуженный отдых, Зинаида Николаевна продолжила заниматься сохранением культурно-исторического наследия эвенков. Ее стараниями в Угаяне был образован этнокультурный центр. На площадке рядом со школой находятся 2 шатра. В Урасе и Балагане сосредоточен дух быта и традиций предков. Богатство учительница собирала и создавала своими руками. Умение и опыт мастерица передает сейчас и жительницам поселка. Она ведет занятия в клубе рукодельниц Юкте, что в переводе с эвенкийского означает «родник». Помимо дел духовных, хватает у Зинаиды Николаевны и забот насущных. Почти 30 лет Григорьевы выпекают хлеб для односельчан. Хлебопечение Зинаида Николаевна освоила не столько из интереса, сколько по необходимости. На рубеже веков пекарня в Угаяне была закрыта за нерентабельностью. Главный секрет выпечки, признается хозяйка, прост. Он заключается в добрых помыслах пекаря. Сейчас у Зинаиды Николаевны, как и у других мастериц Белецкого наследия, свободного времени почти нет. Они торопятся воплотить в жизнь самые яркие свои идеи. Новые шедевры рукодельницы представят на празднике Белецкого наследия. Жители отмечают его в декабре. Обычно мастерицы шьют свои эти воображения. Там шьется, рассказывается о быте народов эвенкийского народа. Обычно означают там они кругляшки, этот солнце, потом деревья, лес, горы рассказывается.
все кумаланы совсем разные друг от друга. Бережно храня традиции предков, жители Белецкого наслега остаются преданными патриотами своей страны, для которых любовь к родине тождественна готовности самоотверженно встать на ее защиту. Когда возникла необходимость, многие парни и мужчины отправились отстаивать покой и безопасность государства. Некоторые герои уже не вернутся домой. Весь его жизненный путь – это путь настоящего мужчины, воина, исполнившего свой воинский долг до конца. Открытие мемориальной доски будет служить памяти о Петре среди земляков и помогать нам в воспитании молодежи в духе любви к нашей Родине. Эти слова военный комиссар Алданского района Евгений Петунин произнес о жителе села Хатыстыр Петре Корнилове, офицере боевых действий, который погиб при выполнении задач спецоперации. На фасаде дома, в котором прошли годы детства и юности Петра, осенью 2023-го была установлена мемориальная табличка в память о герое. Он был патриотом нашей страны и один из первых, когда спецоперация началась, он сам по зову сердца призвался, со своими друзьями пошел защищать интересы нашего государства. Петр родился и вырос в селе Хатыстыр. Его мама, Наталья Николаевна, всю жизнь работала в администрации наслега. Папа, Василий Афанасьевич, много лет отдал геолого-разведочной экспедиции, а на рубеже веков образовал коренную родовую общину. Деятельный, неравнодушный, общительный и всегда готовый помочь. Именно таким Петр остался в памяти тех, кто его знал. Людей, которые были рядом, мужчина считал самым главным своим богатством. Он был вообще-то спортсменом, таким заводилой в классе. Всегда. У него было вообще очень много... Ой, сейчас я плачу. Очень много друзей вообще. Когда он учился в техникуме, в институте, и вообще, когда работал, он работал в пожарной службе, служба спасения, медицина, катастроф. Везде у него было очень много друзей. Биография Петра поистине героическая. Ветеран боевых действий, в прошлом он не единожды бывал в командировках в горячих точках. Со спасением людей всегда была связана профессиональная деятельность и вне воинской службы. В последние годы Петр работал в МЧС. В феврале 2022-го он оказался в рядах тех, кто первым откликнулся на участие в спецоперации, объявленной президентом России. Учась еще в институте, взял академический отпуск и поехал служить. Говорил, что лучше буду я служить сейчас, чем потом, после окончания. Он служил в Хабаровске, воинская часть 67-67, Сосновка, это спецназ «Тайфун». Потом после службы он оставался 2 года на контракте. У него были командировки в СКР, это Северокавказский регион. И после окончания он был действующим ветераном боевых действий. И он состоял в ассоциации ветеранов боевых действий республики. И когда после 24 февраля они решили, что они будут участвовать. Он озвучил и сказал, что кто же, если не мы? Мама, ты хочешь, чтобы срочники поехали воевать? Лучше будем воевать мы, поедем, с опытом ребята. Эти снимки запечатлели Петра с супругой Яной и сыновьями Саяном и Артемием. Теперь главе семьи всегда будет только 36. В июне 2022-го он героически погиб при выполнении боевых задач на территории Запорожской области. Познакомились мы с мужем в 2010 году и в сентябре 2011 поженились. За время семейной жизни у нас родилось 2 детей. Старший сын Саян и младший Артемий. Петр был, конечно же, замечательным мужем и отцом. Он был очень отзывчивым. Поэтому по зову сердца он сразу же откликнулся на такую ситуацию и принял в ней участие, поскольку он никогда не мог оставить в стороне людей, попавших в трудные ситуации. Посмертно Петр был награжден орденом Мужества. Подвиг героя неизмерим. Его отвага и самоотверженность – достойный пример для юных поколений.
Установить на фасаде дома мемориальную табличку близким Петра было предложено главой Белецкого наслега. Сказал, что это нужно вообще-то для военно-патриотического воспитания вообще молодежи. Не только нашего села, да, Белецкого наслега, но всей Якутии, всей России. Воздать дань уважения памяти героя и поддержать близких пришли жители села и члены общественных организаций, коллеги, однополчане, друзья детства и школьные учителя Петра. Петю я знаю с детства, я его учил в школе в старших классах. Он был очень большим оптимистом, всегда смеялся, всегда радовался, улыбка не сходила с его лица. В любых ситуациях, то и в спорте, и в жизни, и во время урока. Да, даже когда мы немножко его ругали. Так что Петя был позитивным оптимистом и всегда приходил на помощь людям. Мы с ним также постоянно встречались выше по реке Алдан на охотугодиях. И постоянно вот он рассказывал про свои охотничьи истории. Но он никогда не любил говорить про то, что он бывал в горячих точках или там служил в спецназе. Он вот обычно бытейские истории рассказывал. Сейчас власти и активисты села продумывают идею об увековечении памяти военнослужащих, уроженцев Белецкого наслега, которые погибли в горячих точках, отстаивая честь страны. Предполагается, что в будущем в Хатыстыре появится мемориальный парк. Ценностное отношение к родине, уважение к предкам и любовь к людям – это три единства составляет основу мироустройства северного народа.